гость, который уже, по-моему, все формы вы посещаете, да? Это Витаутас Ландсбергис, кстати говоря, по образованию музыковед, то есть имеет к культуре самое прямое и непосредственное отношение. Прошу. Спасибо. Это я не только музыковед, это еще хуже. Я пианист. Но к тому же я старый человек. А когда я был молодым, мне запомнилось выступление уже более старшего профессора Дворенаса. Пианиста, композитора, он вышел вот на сцену, да, на сцену консерватории и сказал, обращаясь к молодой аудитории: давайте договориться, не будем превращать искусство в паскудство. И это по существу, о чем я тут все время слышу. И как это происходит? Это происходит по очень старым правилам и законам, когда они нарушаются. Вот был композитор Роберт Шуман, романтик XIX века, который был также литератором, оставил жизненные правила для молодых музыкантов. И там есть одна максима, которую я запомнил. Законы этики и законы эстетики – это то же самое. Или в другом выяснении, то есть законы искусства и законы морали, они совпадают. И как быть сейчас в одной большой стране, о которой тут форум происходит регулярно, если эта страна беззакония? А что быть с искусством? Ну, искусство тогда тоже беззаконие, без своих собственных законов. И чего тогда желать? Или искусство должно идти по своим законам, не обращая внимания на государство, на чиновников, на министров и на репрессии. Некоторые так поступают. И они еще отстаивают право искусства на существование. И чтобы не превращалось в паскудство. И тут был еще разговор о том, как откликаются художники или не откликаются на злобу дня. На то, что вот на поверхности выходит и задевает всех впрямую или в глубине. Я не знаю, есть ли отклик где-нибудь в российской культуре, хотя там много свободных людей, на такую злобу дня, как пиратство в Азовском море. Был фильм «Карибские пираты», известные сомалийские пираты. А когда появится что-нибудь на тему азовского пиратства и азовских пиратов? Это как будто вот на поверхности лежит, на ладони. Давайте вот провозгласить где-нибудь с эстрады, с трибуны обсуждения, какие могли бы быть правила для борьбы с азовскими пиратами. В старину, в классические времена, с пиратами были очень такие простые санкции, применялись. Упрощенный судебный процесс и мачта с перекладиной. И если вот это обсуждалось так публично, просто, как люди бы посмотрели на такое решение вопроса с азовскими пиратами?
Может быть, это вызвало бы какую-то реакцию художественную, и более чем художественную, и советую откликаться на такие злободневности. И к тому же еще демократия, про которую вот прекрасные люди из России и говорят, и хотят постоять за нее. А какое общее отношение с другими группами людей, без различия от национального, от национальной принадлежности и устремлений? Я слышал, что на этот форум не допустили чеченских демократов. И я подумал, что я чего-то уже не понимаю. И, может быть, кто-то знает про эту историю и не знаете. Так, может быть... Мы сами впервые вчера об этом узнали, сидячи на панели, когда а вот какое отношение к украинским демократам? Да, отлично. Да, Какие? отлично. У нас с украинскими демократами нет никаких противоречий. Они не мешают вам, да? Я надеюсь, что мы им не мешаем. Вот есть большая надежда, чтобы мы им не мешали. Этого не должно быть. Этого не должно быть. Если законы те же самые, закон морали и закон искусства один и тот же самый, то какое тут может быть различие между российскими демократами, чеченскими демократами и украинскими демократами, и татарами? Давайте все ребята как-то объединяться, как пролетарии. Спасибо. Спасибо большое. Очень коротко. Два вопроса.